Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, алхамдулиллах. Ассалату вассаляму аля расулиллах. Мы с вами продолжаем уроки дуа, уроки мольбы. И на прошлом уроке мы с вами прошли причины принятия дуа и преграды, которые лишают нашей дуа, мольбы результата. Преграды, через которые наши мольбы не могут дойти до Создателя. И мы с вами прошли хадис, изречение пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И, иншаллах, этот хадис нам передал Абу Хурайра, который мы находим в сборнике имама Муслима. И, иншаллах, сегодня мы с вами весь урок посвятим этому хадису. Сообщается, что Абу Хурайра, радийаллаху анху, сказал, а мы знаем, что наибольшее количество хадисов нам передал именно этот человек, пусть Аллах будет доволен им, машаллах. Наша обязанность быть благодарными Аллаху, нашему посланнику, вот таким людям, которые, машаллах, посвятили всю свою жизнь, может быть, жертвуя своей жизнью, своим комфортом, потому что, как мы знаем, Абу Хурайра очень часто и голод чувствовал, и в нищете был, но, несмотря на это, машаллах, он оставил нам великое наследство, наследство посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и поэтому мы должны любить этих сподвижников. Иншаллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину каждый раб будет с тем, кого он будет любить. Поэтому даже если мы не стоим, может быть, даже ногтя этих сподвижников, но у нас есть надежда только за то, что мы любим их, иншаллах, Аллах Тааля, может быть, смилостивится над нами, даст нам возможность быть в судный день в раю рядом с такими самыми достойными людьми, радийаллаху анхум. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я айюханнас, о люди, инна Аллаха таййибун, воистину Аллах благой, и Он не принимает ничего, кроме благого, и воистину Аллах повелел верующим тоже, что повелел Он и своим посланникам». И Всевышний сказал, то есть после этих слов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аяты: «Я айюхар русуль, о посланники, кулю минат таййибати ва амалу салиха, вкушайте благое и совершайте праведные дела, инни бима та'амалуна алим, воистину я знаю то, что вы совершаете». Это сура верующие, 51 аят. И потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал второй аят: «Я айюхалладина аману», где уже Всевышний Аллах обращается не к своим посланникам, а верующим: «Аману кулю мин таййибати ма разакнакум», вкушайте из того благого, чем мы наделили вас. Суратуль Бакара, 172 аят. Вот эти два аята являются повелением, приказом Всевышнего, чтобы мы вкушали только благое, и чтобы наша еда, питье, имущество было только разрешенным. И после чтения этих аятов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул о покрытом пылью, то есть из-за длины сафара, то есть пути, покрытым пылью человеке, который не расчесанный, то есть с клокоченными волосами, который долго находится в пути, поднимает свои руки к небу и говорит: «Я Раб», то есть повторяет: «О Господь».
о Господь. Однако, несмотря на то, что он повторяет «Я Раб, Я Раб», несмотря на то, что он поднимает руки, он весь уставший в дороге, а мы знаем, иншаллах, про это еще мы поговорим, мольба путника особенно дорога перед Всевышним. Несмотря на все это, посланник Аллаха говорит: «Ва мат'амуху харам». Его пища харамная. Он питается харамом. «Ва машрабуху харам». Его питье харам. «Ва мальбасуху харам». И его одежда, одеяние харам. «Фагудия биль харам». И он пропитан харамом, вскормлен запретным. Так как же может быть ему ответ? Как же он может получить ответ? Как же Аллах примет его мольбу? Вот этот хадис, сборники имам Муслима, имам ат-Тирмизи. И вот в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывает нам причины, через которые Аллах примет наши дуа. То есть, если мы будем использовать эти причины, иншаллах, вероятность того, что Он примет наши дуа, будет больше. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указывает нам в этом хадисе причины непринятия дуа, то есть преграды, которые лишают нас ответа, нашей мольбы ответа. Давайте сначала начнем, потому что хадис все-таки больше указывает на это. Сначала начнем с того, что лишает нас ответа. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам на последствия употребления запрещенной пищи, запретного, харама. Однако пища его запретна, питье его запретно, одежда его запретна, и он вскормлен был, то есть пропитан весь запретным. Запретная пища, запретное питье, одежда, имущество, запретный вид торговли – все это является преградой. Все эти преграды, здесь пища, здесь питье, здесь у тебя в торговле харам, да? Все эти преграды, они встают на пути дуа. Хотя, может быть, ты, машаллах, просишь у Аллаха искренне. Может быть, ты создаешь все причины, на которые указывает сунна посланника, саллаллаху алейхи вассалям, но несмотря на это, то есть у тебя все здесь нормально, но когда от тебя исходит дуа не может дойти до Создателя. Почему? Потому что вот эти преграды. У тебя проблема с едой, у тебя проблема там где-то на работе, в отношениях, у тебя то есть проблема присутствия харама в еде, в питье, в одежде, в имуществе, где-то дома. Все это лишает нас дуа. Субханаллах. Вот это действительно большая несправедливость. Когда раб наполняет свой живот харамным, запретным, а потом он смеет поднимать руки, использовать другие причины и говорит: «О Аллах, дай мне это, дай мне то, дай мне счастье, прими у меня вот это дуа». Это несправедливо. Это несправедливо. Он просит у Аллаха, надеется на Его милость, умоляет Его, а оставить Его запреты он не хочет. И вот представьте раба, вот в жизни, среди людей, представьте раба, да? Сегодня у нас рабов нет уж, но представьте, вот есть раб, есть хозяин. Хозяин говорит: «О мой раб, сделай вот это». А он это не сделал. Он не хочет это делать. Он ослушался своего господина, а через 5 минут, полчаса у него проблемы. Надо ему еду попросить, надо куда-то что-то сходить. Он идет к хозяину и говорит: «О, хозяин, дай мне это, дай мне то». Он 20 минут назад, полчаса назад он ослушался хозяина. И то же самое с нашими детьми, не обязательно рабами. Мы сыну говорим: «Улым, сын, сделай вот это, помоги мне в этом». А он не хочет помогать. Он ослушался отца или мать. Через час у него проблема, ему деньги нужны там
на телефон или еще куда-то. Он идет к матери, к отцу и говорит: папа, дай то, мама, дай то. То есть полчаса назад он ослушался. Он не хочет слушаться. Он не хочет повиноваться Аллаху, а просить у него он осмелился. Поэтому это несправедливость. И особенно сегодня, когда мы живем в таком обществе, где многие, даже мусульмане, не обращают внимания на то, какую они еду едят, какими они эту еду или это имущество, какими путями находят. Потому что харам, тут два момента. Во-первых, сама еда, вид этой еды не должен быть запретным. Во-вторых, путь, через который он к тебе идет, должен быть разрешенным. Поэтому иногда даже хлеб, в составе которого нет ничего запретного, он может для тебя быть харамом, если ты получаешь этот хлеб неразрешенными путями. И даже многие, иногда зная, что это харам, по слабости веры, по слабости богобоязненности, они пренебрегают этим. И даже вот среди наших знакомых очень много татар, этнических мусульман, иншаллах, мусульман. А многие, когда им говорят, спрашиваешь, например, а этот суп халяльный, они думают, что если это не свинина, то он харамным не может быть. И поэтому спрашивают: да это же не харам, это же не свинина, это же курятина, это же говядина или баранина. И поэтому многие, у кого попало, покупают говядину, курятину, забивали это со словами с именем Аллаха, не забивали или вообще током убили. Многие даже не интересуются. И был как-то я на никахе лет 20 назад, смотрю зимний салат, там вижу колбаса. Альхамдулилля, сейчас таких проблем нет, и это очень важно. У нас, когда в мечеть звонят, там у нас никах, у нас там еще какие-то другие, бабай нужен. У нас, альхамдулилля, мы сейчас ставим условия. У вас колбаса должна быть таким-то, мясо покупайте там-то, там-то, то есть халяльное все должно быть. Потому что Аллах не примет дуа. Я попросил у хозяйки, я говорю: можете убрать вот это, уберите вот это. Она такая: все нормально, берет такая: дайте сюда, говорит. Мулла уйдет, потом скушаем, говорит, это все. То есть, вот, понимаете, то есть, ладно, альхамдулилля, это 20 лет назад было. И сейчас такое есть. Потому что люди попросили, чтобы мулла пришел к ним, чтобы помолился, дуа за них сделал, а сами оставить харамные не хотят. А ведь эти дуа не принимаются, если у нас живот полон харама. Поэтому по своему невежеству очень многие люди думают, что вот эти ограничения, а харам это ограничение. Аллах говорит: сюда нельзя, это тебе нельзя, вот в эту дверь нельзя заходить. То есть это какое-то ограничение. И вот это ограничение для кого-то создает некий дискомфорт. Так ведь? Он вот захотел войти в эту дверь, а Аллах закрыл. Но он закрыл не железной дверью, а просто шторкой. И сказал: не заходи, это харам. Он может зайти, но это харам. И вот эти ограничения, многие люди думают, что это все усложняет жизнь. Люди, вот очень часто, когда с вагазом кому-то идешь, многие говорят: ислам это одни ограничения. Боже, в исламе так все у вас сложно. А я говорю: что у нас сложно? Да? Вот многие думают, что харамы, они усложняют нашу жизнь. Субханаллах. Мы уверовали в Аллаха, и мы говорим: ар-Рахман ар-Рахим. Аллах милостивый, всемилостивый. И мы должны знать и верить в это, и доказывать людям то, что в основе любого ограничения, харама, лежит милость Аллаха. Аллах не хочет: вот дай-ка я вот эту дверь закрою, пусть помучаются, да? Нет, субханаллах. Субханаллах. Аллах чист от всех недостатков. Аллах, когда закрывает нам какую-либо дверь, мы должны знать, что это милость Аллаха. Рахматуллах. Это милость Аллаха, субханаллах. Во-первых, мы должны знать, что Аллах запрещает нам то, что вредно для нас, для нашей жизни, что разрушает нашу земную жизнь,
что лишает нас в судный день в вечной жизни благ Всевышнего Аллаха. Поэтому вспомните, какой хадис? Арбаин ан-Навави, где посланник Аллаха сказал: «Ма нахайтукум анху», и то, что я для вас запретил, фачтанибу, избегайте этого. То, что я для вас запретил, посланник Аллаха сказал: остерегайтесь этого. Все, железно, оставьте это. «Вама амартукум бихи», а то, что я для вас приказал, фату минху мастататум, совершайте это по мере ваших возможностей. Вот здесь харам. Посланник Аллаха жестко сказал: оставьте эти харамы. А здесь посланник Аллаха сказал, приказы, фарзы, ваджиб, да? Посланник Аллаха сказал: выполняйте все это по мере ваших возможностей. Вот как объясняют нам это ученые? Какие-то неудобства и проблемы в жизни действительно могут создать повиновение приказам Аллаха. Вот, например, пятикратная молитва. Да? Аллах Тааля в Коране говорит: «Ва иннаха ла кабира». Воистину, совершать 5 намазов – это очень тяжелое, большое дело. Илля аля аль-хаширин. Кроме тех, которые смиренные, у которых сильная вера. Для них это не так тяжело. Так ведь? Поэтому повеление, приказы Аллаха иногда создают какие-то проблемы. Например, летом поститься. Так ведь? Совершать 5-кратный намаз. И поэтому Аллах здесь дает нам скидки, облегчения. Ты не можешь намаз совершать стоя, тогда совершай сидя. Так ведь? Аллах Тааля, Он не хочет нам создавать проблемы. Он говорит: сидя. Не можешь сидя, лежа. Не можешь воду найти, тогда таяммум возьми. Если у тебя сафар, ты в пути, тогда сократи в 2 раза. Так ведь? То есть Аллах Тааля, поэтому по мере возможностей. Если ты можешь совершать намаз стоя, то тебе нельзя совершать намаз сидя. Это очень важно. Но если ты не можешь, тогда Аллах говорит: по мере ваших возможностей. А что касается харамов, тут нет такого. Оставьте эти харамы по мере ваших возможностей. Почему вот так разделил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что здесь есть 2 варианта. Ты можешь оставить харам, а можешь не оставить харам. Ты можешь войти в эту дверь. И мы должны знать, если не оставить харам, то последствия, печальные последствия от того, что ты не оставил харам, будут намного тяжелее и болезненнее, чем какое терпение требует от тебя оставление харама. Понятно, нет? То есть, да, харам можешь не оставить. Все, давай, заходи в эту дверь. Но последствия будут намного сложнее. Иногда нам может показаться, да, вот искушает харам. Вот в бизнесе у тебя есть вариант нехаляльным путем взять, да, и тебе нужно терпение от харама, чтобы ты не вошел в это, не заходил, да. Но посланник Аллаха сказал: железно оставьте это. Почему? Потому что если ты возьмешь это, последствия будут куда сложнее. Поэтому здесь сказал: оставьте, а здесь сказал: по мере возможности. Это во-первых. Во-вторых, по милости и мудрости Всевышний Аллах не закрывает перед своим рабом какую-либо дверь, пока не откроет для него наилучшую дверь. Прежде чем запретить что-либо для своих рабов, Аллах, субханаллах, разрешает нам множество видов лучшего, наилучших и видов пищи, и дел. Поэтому Аллах запретил зина. Нельзя мусульманину даже приближаться к зина. «Валя тaqrabu зина». Аллах сказал, Он не сказал: не совершайте, Он сказал: избегайте даже причин зина. Так ведь? Даже взор нужно опустить, даже ненужный разговор, даже нельзя за руки брать чужую женщину. Да? Аллах закрыл все это. А что делать? Я же
молодой. У меня же все кипит, Аллах дал мне страсть. Ну, нормальный мужчина с традиционной ориентацией, здоровый, да, его должно тянуть к женщинам. Что же делать, если Аллах закрыл все это, да? За ручку нельзя браться, целовать нельзя, смотреть нельзя. А что можно? Аллах сказал, никах. Аллах сказал, никах, машаллах. Женитесь, субханаллах, выходите замуж. Тогда и за ручку возьмете, и целовать будете, и обнимать будете. Все, халяль. Кроме там несколько, Аллах Тааля дал ограничения. Поэтому Аллах запретил это. В этом зло для нас. Это разрушает семьи, это разрушает древо жизни, это разрушает человечество. А что делать? Аллах, вот дверь, вот, заходи в эти двери, это наилучшее. Кто может сказать, зина лучше никаха, субханаллах. Аллах мудрый, Аллах милостивый. Запретил зина, разрешил для нас никах. Аллах сказал, имущество одного человека запретно для другого. Так ведь? Но у него есть то, что нужно мне, необходимо мне. Мне нужно питаться, например, хлеб нужен, а хлеб не твой. Ты не имеешь права забирать, это харам. А что делать? Аллах запретил забирать без спроса, грабеж запретил. Аллах запретил воровство, Аллах запретил мошенничество, Аллах запретил обман. Все харам. А как забрать-то хлеб? Он же мне нужен. Аллах разрешил наилучшее. Аллах сказал, торговля. Аллах запретил риба, а что делать? Аллах разрешил торговлю. Аллах разрешил бартер, ты можешь на что-нибудь поменяться. Аллах разрешил в долг взять, ты можешь в долг попросить. Можно просто подарить кому-либо. Так ведь? Поэтому Аллах эти двери закрыл, но перед тем, как закрыть эти двери, Аллах открыл для нас наилучшее. Поэтому Аллах, когда от чего-либо нас ограничивает, Он всегда дает наилучшую альтернативу. А вот мы, когда хотим остановить своих братьев, соседей, родных, родителей, детей от чего-либо, да, мы очень часто не даем им альтернативу. Мы про это забываем. Мы говорим, это нельзя. А что можно? А как ему дальше жить? Как ему работать, зарабатывать? Вот поэтому посмотрите мудрость Аллаха. Аллах, прежде чем Он не запрещает, пока не разрешает наилучшее. Поэтому, машаллах, это милость Аллаха. И что касается еды, наша тема еда, да? Аллах запретил определенное количество еды и сделал их запретным. Ну, самый актуальный вопрос, запрет свинины. Да? Вот очень часто нам говорят, имамам, там, вот, говорит, для вас, мусульман, там все запретно, вам даже свинину нельзя кушать, да? Один говорит, я знаю, почему Аллах запретил свинину, потому что в 7 веке, когда пророк жил, Мухаммед, в пустыне, там было жарко, а свинина, ну, он такой зоотехник, или как называется, ну, знает там организмы этих животных, да, умный человек, образованный, институт закончил. Вот, говорит, поэтому там свинина быстро портится, а там холодильников не было, поэтому Аллах запретил. И как будто сегодня холодильники есть, и мы не в пустыне живем, это можно кушать. Я говорю, разве Аллах не знал в 7 веке, что в 21 веке будут жить как такие образованные люди, как вы, и вы будете дома иметь холодильники, субханаллах. Это вот так люди мыслят. И многие думают, что вот свинину нельзя кушать. Вот нам, мусульманам, нельзя кушать свинину. Вот мы такие бедные мы с вами, такие ограниченные, мы, субханаллах, мы лишены такого счастья, да? Пусть Аллах меня простит, мы даже свинину не можем кушать. Вот краса всей жизни, да? Субханаллах. Вот люди так думают. Я им говорю, субханаллах, вы возьмите вот листок бумаги, вот вы можете родным такое сказать. Они вот это часто вот они повторяют. Свинину нельзя кушать. Да? Я говорю, напишите то, что Аллах запретил вам это. Свинина. Напишите. Субханаллах. А сейчас напишите, что Он вам разрешил. Напишите рядом. Вы почему говорите, что Аллах запретил вам свинину, а не говорите, что Аллах разрешил нам говядину? Он не только разрешил, Он создал. Сколько видов животных.
мясо которых разрешено. И Аллах не только создал, Аллах подчинил их нам. Сахара, в Коране говорится, сахара. Он передал нам на службу. Они служат нам, эти животные. Они сами идут к нам, чтобы мы их зарезали, чтобы мы их подоили, чтобы мы у них шкуру сняли. Они сами идут к нам. Понимаете? И, субханаллах, напишите рядом, я говорю, сколько, корову напиши, говядина, баранина, козлятина, не хватает, давайте гуси, что еще там, курятина, и петуха можно, да, и петуха можно зарезать, инdoутки, другие виды, утки. Если не хватит, тогда давайте с деревни выедем куда-нибудь подальше, там олени, если уж этот есть, лицензия есть, да, если куропатки, рябчики, можно писать, и мест не хватит, места не хватит. И вот это несправедливость людей. Они вот находят там где-то что-то Аллах запретил, нету пользы для нас от свинины. Мы же собаку не кушаем, собака тоже есть. Некоторые говорят, а зачем тогда Аллах создал свинью? Аллах и собаку создал, мы же не кушаем собак. Аллах и крыс создал, мы же не кушаем крысы, так ведь? Поэтому это несправедливость людей, это невежество людей. Аллах, субханаллах, сколько нам видов еды разрешил, мы про это не говорим. Мы не говорим альхамдулилля, слава Аллаху, спасибо, да? Нет, мы говорим, вот Аллах запретил нам это. Поэтому это милость Аллаха. Альхамдулилля, Аллах закрыл эту дверь, потому что за этой дверью зло для нас, вред. Поэтому запретная еда, запретная одежда, содержать свою семью, жену, детей, близких за счет запретного, за счет харама, все это лишает нас. Все это лишает нас, нашей семьи, счастья, благодати, бараката лишает. Почему сегодня столько бед, столько страданий? Не потому, что нам кушать нечего, потому что у нас есть все, но у нас нет бараката. Потому что запретные. Сколько харама у нас в семьях, у людей. И несомненно, мы, мусульмане, знаем, что содержать свою семью за счет только халяля, жить, стараться только по халялю, бизнес свой, коммерцию вести, торговлю только халяльными путями непросто. Да? А кто сказал, будет просто? Но мы должны знать, что Аллах испытывает нас. Поэтому ты ведешь торговлю, стараешься вести халяльно. Но Аллах создает тебе иногда условия. Где-то ты можешь приврать, да? Где-то можешь прибрать, где-то можешь другие отобрать что-то, да? Поэтому нужно терпение. Но здесь нужно терпение. Но мы должны знать, терпеть муки и страданий впоследствии харамной торговли – это намного тяжелее, намного страшнее. Поэтому лучше здесь терпеть, и иншаллах Аллах тебе баракат даст. И за это терпение ты получишь, машаллах, аджр, поклонение, награду. Это поклонение. Субханаллах, ты идешь на работу, терпишь. Это поклонение. Это разве не поклонение? Это поклонение. Даже посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, даже половой акт со своей женой для мусульманина – это поклонение. Субханаллах. Поэтому бизнес, торговля, работа, когда ты пашешь на халяльном пути ради Аллаха, ради своей семьи, это все поклонение, иншаллах. В судный день, иншаллах, будешь радоваться этому. И поэтому здесь лучше терпеть, чем терпеть последствия, куда сложные, тяжелые последствия запретной еды, запретной торговли. Поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто приобретает имущество за счет запретного, это вернется ему убытком. Убытком, не пользой, убытком. Даже если он освободил из этого имущества раба, и даже если он поддерживал из этого имущества свои родственные связи. Этот хадис в сборнике Табарани. Поэтому мы с вами знаем по хадисам, по сунне, освобождение раба – это великое дело. Говорят, Уфман ибн Аффан, каждый джумга он садака давал. Он шел на рынок, покупал одного раба, а чтобы купить раба, действительно нужно было очень много денег.
Он покупал этого раба и отпускал его. И ученые говорят, историки, он освободил в течение всей своей жизни около 2000 рабов. Это очень великое дело. Субхан. Это не просто там зайти в мечеть, садака оставить. Это нужно было человека купить. Все равно, даже если он был раб, он стоил дороже верблюда. Так ведь? И он 2000 рабов купил и подарил им что? Свободу. Альхамдулилля. Рады Аллаху анхум. И вот даже если он освободил раба, поддерживание родственных отношений, это великое дело, субхана. Катиатур рахм, наоборот, не поддерживать родственные отношения, отказываться от родственников, это великий грех. Но даже если эти великие дела совершаются за счет запретного имущества, пользы от этого не будет. Поэтому очень многие люди, когда им начинаешь говорить, субханаллах, абы, брат, там, дядя, оставь это харамное, это нельзя, это Аллах запретил. Они начинают оправдывать себя тем, что они там, да, они берут чужое иногда, они иногда воруют, да, обманывают людей, потому что им там нужно расти детей. Вот у него сын в институт заканчивает, надо дочку замуж выдать. Или там он помогает мечетям, ему говоришь, абы, вот оставь это же нельзя. Он говорит, а я же мечеть строю. А нет, не будет толка, если ты будешь строить мечеть, но ты будешь строить мечеть, там, отбирая чужое имущество. Поэтому это большая проблема. И вот вывод из этого. Если что-либо лишает мольбу человека ответа, то есть в данном моменте это запретная пища, еда, одежда, да, значит, оставление этой причины, если мы уйдем от этой причины, это окажется причиной, наоборот, принятия дуа. То есть вот эта преграда, запретный вид пищи, лишает твою мольбу дойти до Всевышнего, да, так скажем. Получается, наоборот, если ты оставишь это запретное и будешь питаться только халяльным, то, что ты питаешься халяльным, то, что ты ведешь торговлю только халяльным путем, ты зарабатываешь халяльные деньги, все это значит причина того, что у тебя дуа принимается. И поэтому, субханаллах, даже когда мы просим у Аллаха, мы можем использовать вот это называется тавассулюль машруа. У нас отдельный урок, мы посвятим этому. Тавассуль, когда мы ищем пути к Аллаху, чтобы Аллах принял у нас дуа. И вот, машаллах, если ты питаешься только халяльным, вчера у тебя только возможность была обобрать кого-то, обмануть кого-то и заработать больше, чем ты на самом деле заработал халяльным. Ты же оставил это. Машаллах, скажи это Аллаху. Не жене, не брату, а ты скажи это Аллаху, когда просишь у него. О Аллах, если я вчера, буквально вчера, у тебя был случай, ты мог обобрать кого-то, он даже не почувствовал бы, да? Если у тебя это была возможность, но ты оставил это ради Аллаха, да? Ты, субханаллах, ограничился только халяльным, скажи это Аллаху. Скажи, о Аллах, прими мой дуа. Дай мне это, если это я ради тебя только сделал. Поэтому это причина. Халяльная еда, халяльная торговля, халяльный заработок, машаллах, все это причины принятия наших дуа. Поэтому мы должны воспользоваться этим. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи, и, иншаллах, это мы еще с вами отдельный урок изучим. Яхья ибн Муад ар-Рази сказал, подчинение, подчинение Всевышнему Аллаху хранится в сокровищницах Аллаха. И эти сокровищницы нужно открыть, чтобы Аллах открыл твое сердце, чтобы Он тебе тауфик дал, чтобы ты, машаллах, поклонялся одному Аллаху, подчинялся Ему. И вот подчинение это хранится в сокровищницах Аллаха, и дуа является ключом к этим сокровищницам. Ты должен просить у Аллаха. Аллахумма а'инна аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Например, после каждого намаза посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, просил у Аллаха: Аллах, помоги нам аля зикрика, поминать Тебя, ва шукрика, благодарить Тебе, ва хусни ибадатик, и поклоняться Тебе наилучшим образом.
Поэтому он сказал, мольба, дуа является ключом к этим сокровищницам, а зубчики ключа. Ключ без зубчиков он не может открыть. А вот эти зубчики – это кусок разрешенной пищи. Вот этот кусок, там написано люкма, то есть это тот кусок, который ты берешь вот с 3 пальцами. Вот он, маленький кусок, который ты берешь себе в рот, это халяль. Вот это зубчики ключа, то есть через который ты откроешь сокровищницу. Это очень важный момент. И Саад ибн Аби Ваккас, радиаллаху анху, он был известен среди сподвижников, среди сахабов, среди самых наилучших, да, своими мольбами. То есть Аллах всегда принимал его дуа. И сподвижники это знали. Если Саад ибн Аби Ваккас попросит у Аллаха, Аллах примет. И вот люди спросили у него, в чем секрет? Почему Аллах твои дуа принимает? На что он сказал, я никогда не брал в рот даже люкма, даже кусочек еды, пока не удостоверился, откуда этот кусок появился и каким путем дошел до меня. Вот только тогда я брал этот кусок. Поэтому Аллах, машаллах, принимал его дуа. И вот, субханаллах, сколько слов мольбы, сколько дуа, молитв рабов остаются без ответа. Хотя Аллах обещал нам ответить на наши дуа, да? Но они остаются без ответа только по причине того, что они пренебрегают велениями Всевышнего, его запретами. И получается, чем больше рабы будут работать над своими ошибками, чем больше они будут укреплять свой иман, отдаляться от грехов, делать тауба, покаяние, истигфар, просить у Аллаха прощения за свои грехи, тем больше они будут чувствовать результат, ответ их обращений, дуа, иншаллах. И вот роль истигфара, когда мы просто просим у Аллаха прощения. Аллах, прости нам, Рабби гафирли, Аллахумма гафирли, о Аллах, прости меня, о Аллах, прости мои грехи. Как, например, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, просил и учил нас просить во время суджуда: Аллахумма гфирли данби кулля диккаху ва джилля ва ауалаху ва ахира ва сирраху ва аланиятах. Да? Вот роль истигфара во время дуа очень важна. Но этому мы с вами, иншаллах, если Аллаху будет угодно, посвятим отдельный урок. Роль истигфара во время дуа. И вот давайте 4 причины. 4 причины принятия дуа, на которые указывает хадис. Первый – это долгий путь. Когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, вспоминал того мужчину, он сказал, который уже ютилю сафар, который долго находится в пути. То есть он уже долго находится в пути. Долгий путь является причиной принятия дуа. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, есть 3 мольбы, которые несомненно, без сомнения, Аллах не оставит без ответа, которые Аллах несомненно принимает. Первое – это да'ватуль мусафир. Первое – это мольба путника, мусафира. Второе – да'ватуль мазлум. Это мольба угнетенного, обиженного, кого обидели. Если он попросит у Аллаха и против этого, который угнетает его, залима, Аллах примет, да, упаси нас Аллах. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда предупреждал сподвижников: бойтесь, остерегайтесь мольбы обиженного. И третье – да'ватуль валиди ли валадихи ау галейхи. Мольба родителей за их детей. Этот хадис в сборнике Абу Дауд, Ибн Маджа, Тирмизи. И в варианте Тирмизи есть еще добавка: мольба родителей против своих детей. Потому что даже если
родители будут просить против своих детей, упаси нас Аллах, Аллах примет. Да? И вот да'ватуль мусафир. Ну, этот хадис, иншаллах, у нас будет еще. Да'ватуль мусафир. Почему Аллах принимает мольбу путника? Вот в чем ценность мольбы путника? Да? Вот если посланник Аллаха нам сказал, что Аллах несомненно примет, то этому есть причина. И вот путник, когда ты в пути, ты не у себя на родине, в родном городе, в родной деревне, в родном доме, да? Путник, он далек от своей земли, он на чужбине, он гариб, гураба, да? Он далек от своих близких, рядом нет его друзей, рядом нет его там, жены, мужа, детей, родителей, да? И вот очень часто мусафир, путник, сталкивается с трудностями, которых не было бы у него рядом с домом, рядом с близкими, да? Очень часто путник, он начинает скучать по родной земле, так ведь? Начинает скучать по родным, да? И вот в результате, через эти проблемы, через то, что он скучает по ним, да, его сердце, оно начинает чувствовать какую-то тяжесть. Его сердце начинает чувствовать подавленность, да? И вот это как раз состояние, когда мольбы возносятся к Аллаху особенно искренне. Особенно. Вот почему, когда у нас какая-то проблема, да, когда мы чувствуем скорбь, у нас дуа как-то по-другому оно делается, да? Оно просится по-другому, потому что сердце, оно сломлено. И вот путник, как раз у него сердце такое. И поэтому, когда он просит у Аллаха, он просит особенно искренне, и Аллах поэтому больше ценит его, иншаллах, мольбу. Вот это первая причина, долгий путь. Про это еще мы с вами, иншаллах, вернемся к этому в следующих уроках. Второе – это таваду, то есть это состояние то есть смирение. Состояние смирения, потому что посланник Аллаха сказал, путник покрытый пылью, потому что он долго шел, он весь устал, давно, наверное, одежду не менял, да? С нерасчесанными волосами. То есть он был в состоянии смирения. И вот дуа. В чем смысл дуа? Когда ты просишь у Аллаха, ты показываешь свою смиренность. Ты показываешь, что ты слаб перед Ним, что ты факирун, что ты нуждаешься в Нем, что ты беспомощный перед Ним. И в этом есть смысл дуа. В этом есть смысл дуа. Поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, когда встречал дорогих гостей, он одевал дорогой чапан. Так ведь? Он соответствующе одевался. Но когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, вставал перед Аллахом и спрашивал у Аллаха дождь, в котором люди так нуждались, он одевался скромно. И он показывал свою нужду перед ним. И когда люди спросили у Ибн Аббаса о том, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и спрашивал у Аллаха дождь истиска, да? Ибн Аббас сказал, посланник Аллаха выходил на истиска, на испрашивание дождя, в скромном, смиренном состоянии. Он одевался скромно, он одевался смиренно. И этот хадис мы находим в сборниках имам Абу Дауда и Тирмизи. Поэтому чем человек смиреннее перед Аллахом, а тот путник, он действительно был смиренным. У него одежда была растрепанной, в пыли, вся грязная, так ведь? Вот он был в таком состоянии. И вот Юнус, алейхиссалям, когда покинул, Аллах же дал ему знать, что скоро придет на этот город наказание. Это город, по-моему, Масул, да? Вот сейчас как раз в Сирии как раз с Ираком идет вот эта война. Вот Масул город, вот примерно там. Это был примерно 100-тысячный город, который Юнус, алейхиссалям, покинул. Он оставил свой народ. И вот
Но народ, он предупредил свой народ, что придет наказание Аллаха. И они опомнились. Аллах дал им тауфик. И, кстати, это единственный народ, над которым Аллах остановил свое наказание. Другие народы Аллах наказал, но над этим городом Аллах остановил, потому что они покаялись. И вот в тафсире Ибн Касира, вот, кстати, этот тафсир вышел на русском языке, машаллах, машаллах, можете купить этот и наслаждаться чтением этого тафсира. И вот люди тогда, они начали каяться перед Аллахом. Они сняли все красивую одежду, нарядные одежды, да? Они облачились как я понял, перевел, это одежда мешковина была. То есть это была дешевая, грубая, очень скромная, смиренная одежда. И вот они даже забрали детей у матерей, чтобы мамы скучали, скорбили, потому что не было рядом детей, и просили искренне у Аллаха покаяния. И даже у животных забрали детей, теленков забрали, козлят забрали у козлов, да, чтобы и они и спрашивали у Аллаха покаяние. Вот они были в мешковине. Вот, то есть это показывало их смиренность перед Аллахом. Вот состояние смирения. Это второе. Третье. Рафа ядейхи. Он поднял руки. Он поднял руки, да? Поднимать руки во время дуа – это адабу дуа, является этикетом дуа. Если на это нет запрета. То есть это умум, то есть это общий этикет дуа. То есть в любое время, если ты хочешь попросить у Аллаха что-либо, ты можешь поднять руки. И далиль, доказательства на это не нужно. Если нет запрета, например, есть моменты, где сунна нам запрещает поднимать руки. Есть моменты. Поэтому здесь мы не поднимаем, потому что сунна запрещает нам. Но в любое время ты можешь сидеть в мечети где-нибудь дома. Если ты хочешь попросить у Аллаха, можешь поднять руки. И это является причиной того, что Аллах примет у тебя дуа. И как передает Сальман Фариси, радиаллаху анху, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха хайюн каримун». Воистину Аллах, Он стесняется, Он стеснительный. Субханаллах, Аллах стесняется. Кого? Кого стесняться? Аллах стесняется рабов, которые поднимают к Нему руки, просят у Него. Аллах стесняется оставить эти руки пустыми. То есть вот это качество Аллаха. Аллах стесняется оставить наши руки пустыми, если мы поднимем и будем просить у Аллаха в таком состоянии. Этот хадис в сборнике Абу Дауд и Тирмизи. Поэтому есть свой этикет, как правильно делать, поднимать руки. Потому что, например, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил дождя, он поднимал так, что его плащ опускался, вот так он поднимал уже этой стороной вверх, да? А так, говорится, так можно. Ученые говорят, чем скромнее, потому что некоторые люди, видишь, вот так они сидят там. Нету смирения, да? Поэтому нужно скромнее, смирение просить, если есть возможность, поднимая руки. И в другом хадисе посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: просите у Аллаха внутренней частью кистей, то есть рук, вот здесь, вот так. Не так, а вот так. Надо просить. Но во время истиска посланник Аллаха просил, уже так поднимал, что он вот этой стороной. Поэтому это третье и четвертое. Якулу раб, я раб, я раб. Он поднял руки, рафага ядейхи, поднял руки к небу и повторяет: я раб, о мой Господь, я раб, о мой Господь. То есть вот это следующая причина принятия дуа, то, что человек все время повторяет господство Аллаха. Он говорит: я раб, я раб. Кто-то может сказать: о мой Господь. Кто-то может сказать: раббана, повторять. Кто-то может на татарском: эй раббам сказать. Но мы повторяем господство Всевышнего Аллаха, и это причина. И Ато радиаллаху анху, один из подвижников, сказал: если раб
во время дуа, мольбы, 3 раза повторит слова «Я Раб», «Я Раб», «Я Раб» на татарском, на русском, на английском, на арабском языке, да? Неважно. Ты признаешь, кто хозяин, Господь, кто Создатель, кто тот, который дает тебе пропитание, кто тот, который управляет всем мирозданием. Ты признаешь это. И кто 3 раза повторит во время мольбы «Я Раб, Я Раб, Я Раб», Аллах, несомненно, посмотрит на этого раба. Аллах, несомненно, посмотрит на этого раба. И когда услышали эти слова Ата, радиаллаху анху, люди спросили у Хасануль Басри. У Хасануль Басри. Хасануль Басри уже не сподвижник, а табигин, да, последователь сподвижников. И когда спросили про эти слова, почему вот Ата так сказал, в чем значение, тогда Хасануль Басри сказал: неужели вы не читаете книгу Всевышнего Аллаха? И он прочитал сурат Аль-Имран, 191-194 аяты, где Аллах Тааля говорит: «Аллазина ядкуруна Аллаха кияман ва куудан ва аля джунубихим», те, которые поминают Аллаха кияман, стоя, сидя и на своих боках, ва ятафаккарун, и размышляют фи халки самавати валь ард, в сотворении небес и земли, как Аллах, субханаллах. Вот это мудрость Аллаха, вот это порядок, который Аллах установил, сотворение небес и земли, и говорят: «Раббана, Раббана, о Господь наш, ма халакта хада батиля», воистину не создал ты все это понапрасну. То есть, если Аллах все это создал, да, это же не просто так. В этом есть причина, здесь порядок, здесь какая-то связь, мудрость, да. Раббана, о Господь наш, ма халакта хада батиля, и не создал ты это все понапрасну, субханак, ты пречист от всех недостатков, факина адабаннар, и спаси нас от мучений ада. Следующий аят. Раббана, о Господь наш, иннака ман тудхилин нара факад ахзайта, ва ма лиззалимина мин ансар. Следующий аят. Раббана, إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. И дальше идем. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. То есть все эти дуа, которые мы находим в этих аятах, они начинаются с чем? С повторением имени господства Аллаха. Раббана, Раббана. Поэтому Хасануль Басри, когда у него спросили, почему Ата вот так сказал, он сказал: неужели вы не читаете книгу Аллаха? Это же книга Аллаха указывает на это. Можете прочитать и выучить эти аяты Аль-Имран, 191-194 аяты. И вот эти аяты как раз нас учат, как правильно обращаться к Аллаху. И вот все здесь мы 1, 2, 3, 4 аята начинаются со слов «Раббана». Повторяем: «О Господь наш, о Господь наш». А уже 195-й аят Аллах Тааля говорит о результате этого дуа. Когда мы в 4 аятах, сколько? 5 раз, да, здесь повторили имена Аллаха: «О Господь наш, господство». Уже в 195-м аяте Аллах говорит: «Фастаджаба лахум», и ответил им кто? Раббухум, их Господь. Вот они сколько раз повторили: «О Господь наш, Ты Господь наш, Ты Господь наш», да? И Аллах, результат этих дуа, говорит, обращений: «Фастаджаба лахум раббухум», и ответил на их мольбы их Господь. Вот поэтому сурат Аль-Имран, 195 аят. И очень много аятов, которые берут в себя слова мольбы, дуа, они начинают со слов «Раббана, Раббана, атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина адабан нар, Раббана гфир ли, ва ли валидайя, ва лил му'минин». Да? Нух алейхиссалям также начинал, Ибрахим алейхиссалям. Поэтому, машаллах. И когда
подошли люди к имаму Малику, имам Малик, рахимахуллах, и спросили про одного человека, который просит у Аллаха: «Я сайиди», то есть: «О, господин мой», да, господин, ну, сайиди. На что имам Малик сказал: пусть он обращается к Аллаху со словами «Я Рабби», «О Господь мой», не «О Сайиди», да, «Я Рабби», потому что пророки обращались к Аллаху именно с этим словом. Вот это 4 причины, которые, иншаллах, дадут нам еще больше шанса, что наши дуа Аллах Тааля примет. Поэтому обращайте внимание на то, чем вы питаетесь, обращайте внимание, какими путями возвращается в ваш дом ваша еда, имущество, ваш заработок, да, и создавайте причины, чтобы через эти причины Аллах принял, иншаллах, наши дуа. Язакумуллаху хайран. Ну, иншаллах, продолжение следует.